Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, профессиональный рекорд. 8 побед, ни одного поражения. Он представляет Республику Кыргызстан. Ош! Команду Golden Gym Кыргызстан. В синем углу Нурсултан Рахманберди. И его соперник в красном углу. Ему 29 лет, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд, 7 побед, 5 поражений. Он представляет Швецию, город Стокгольм, клуб Беркут. В красном углу Джонатан Свенсон. Рефери поединка Мартан Мурадов, Чеченская республика. Ну что ж, еще один очень интересный рейтинговый поединок. Главный из всех рейтинговых. Приготовились? Судья, время. Да, действительно, учитывая стиль Джонатана Свенсона и учитывая, какую школу ММА представляет Нурсултан Рахманберди, мы с полной долей вероятности можем надеяться на очень зрелищный бой и на настоящую войну в клетке. Немного эти титульные пятираундовые бои будут разбавлены рейтинговым трехраундовым противостоянием. И несмотря на то, что рекорды разные у бойцов, в этой клетке все может уравняться за счет стиля, за счет характера, за счет желания, естественно, побеждать. В первую очередь это касается Джонатана Свенсона. Он представляет клуб Беркут, за него здесь, естественно, будут болеть больше, чем за его соперника. Потому что даже тренируется и проживает какое-то время Джонатан Свенсон именно в Чеченской республике. Обмен ударами, тройка со стороны Джонатана и делает бросок, тейкдаун есть. Сейчас будет стараться освободить шею Рахманберди. И теперь уже доминирующая позиция, но не так все просто для него, потому что активно его вяжет соперник. Занимает доминирующую позицию Нурсултан Рахманберди, но при этом очень плотно вяжет своего соперника Свенсон, не давая ему оперативного простора для добивающих ударов. Ну и попытка закинуть треугольник пока неудачная. И локти в голову от Свенсона. Кстати, очень известная в Швеции фамилия. Ну и, конечно, после такого эмоционального противостояния, которое произошло в предыдущем бою между Батукаевым и Кулаевым, очень тяжело, наверное, и публике, и, наверное, всем находящимся здесь как-то показывать свои эмоции, болеть за кого-то. Взяли временную паузу. Но учитывая, какие бои впереди, болельщики обязательно будут включаться. Ну, наверное, еще и многое зависит от того, как себя поведут спортсмены сами. Потому что мы знаем, когда вот идет такая борьба, достаточно вязкая, не всегда фанаты активно проявляют себя на трибунах. Один какой-то конкретный удар, какой-то эпизод может всех завести снова. Ну и Рахманберди, конечно, очень мало что делает, находясь в доминирующей позиции. Вот сейчас пару ударов в его исполнении мы увидим. Не удается ему выйти на оперативный простор, чтобы проводить добивание. И встает. Слушай меня. Джонатан Свенсон. Ну и какие... слева. Очень хорошо попадает Рахманберди. Очень жесткое попадание мы видели в исполнении бойца из Кыргызстана. Не может, конечно. Хорошее колено в прямо крюче в подбородок. от Джонатана Свенсона.
точно доносит до цели этот удар. Апперкот мимо цели и сам пропускает Рахманберди справа. Ну, Слева от пытается, себя. пытается нащупать, конечно, свою дистанцию, свою работу. Джонатан Свенсон пытается идти вперед. Он бы 100% принял эту перестрелку в стойке. Другое дело, что соперник пытается обыграть шведского файтера. Поджимает своего оппонента Джонатан Свенсон и сам идет в борьбу. Хорошие колени, клинчи. И в голову переводит. Коленями очень хорошо работает Свенсон. И очень грамотно разворачивает своего соперника к сетке Свенсон. Немного остается до конца этого раунда. Большую часть доминировал кыргызский спортсмен. Стойки примерное равенство, хоть небольшим, может быть, превосходством Свенсона. По крайней мере, так выглядит со стороны, по ощущениям. Судьям, естественно, виднее. Приготовились! Второй раунд! Второй раунд начинается. Нурсултан Рахманберди против Джонатана Свенсона. Один представляет Киргизию, команду Golden Team Кыргызстан. Второй бойцовский клуб Беркут. Самый Стокгольм. Хороший левый боковой в исполнении Нурсултана Рахманберди мы увидели. Точно донес он свой удар до цели. Нет мощи, конечно, нужно признать, нет мощи в ударах Рахманберди, по крайней мере, такой разрушительной мощи. Но довольно-таки часто попадает он своими ударами в цель. Хороший подход на входе, подловил своего соперника боец из Кыргызстана. У Свенсона не получается практически ничего пока, ни борьбу не может он навязать, ни в стойке он не успевает за своим более мобильным соперником. Конечно, вот удар в туловище с дистанции от Рахманберди. Правый туловище, левый боковой в исполнении Нурсултана Рахманберди. Также левым пытался попасть и Джонатан Свенсон. Тейкдаун в исполнении Нурсултана Рахманберди. Очень четко. Как раз простояв в стойке 1,5 минуты, вызвав соперника на себя, провел образцовый тейкдаун в одну ногу Нурсултан Рахманберди. Позиция халфгарда в исполнении бойца из Кыргызстана. Будет ли свип? Свенсон пытается перевернуть своего соперника. Пока не очень хорошо ему это удается сделать. Контролирует его соперник. Все-таки поднимается Свенсон, но сам пропускает. Колено в туловище очень жесткое прилетело от Нурсултана Рахманберди. Но идет вперед Свенсон. И вот хороший удар справа. Очень тяжело
попал Свенсон. У него тяжелее удары, явно так зрительно это чувствуется, чем у его соперника. Но нужно доносить эти удары до цели. Правый боковой доносит до цели как раз таки Джонатан Свенсон. Рахманберды взял тайм-аут, работу вторым номером, выбрал боец из Кыргызстана и отдал полностью инициативу в руки шведского файтера. Провалил классно своего соперника, но не сумел контратаковать Рахманберды. Ну и справа зацепил Свенсон соперника. Колено снова Свенсон раз за разом включает его. Неплохо. Пробивает. Снова справа неплохое попадание. Видимо, есть у Нурсултана Рахманберды установка его секундантов, его тренеров не идти в размен. Сейчас очень грамотно действует Нурсултан. Казалось бы, перехватил уже инициативу Джонатан Свенсон, как тут же произошел этот тейкдаун, провел его, естественно, Рахманберды. Немного, конечно, подпортило картину от этого раунда. Не в пользу Джонатана Свенсона этот факт. Тем временем полминуты до конца второй пятиминутки у нас остается. Уважаемые друзья, Нурсултан Рахманберды занимает доминирующую позицию. Контролирует он соперника в позиции халфгарда. Ну и показывает активность. Активность, забирая при этом концовку раунда. И, пожалуйста, переход на армбар в исполнении Джонатана Свенсона. Слишком поздно, конечно, времени мало. Очень перспективная атака. Силы сейчас зря тратит Свенсон, потому что уже предварительный гонг прозвучал. Друзья, скачайте мобильное приложение 1xbet на свой смартфон. Для этого нужно зайти в официальный сайт 1xbet и скачать мобильное приложение. Зарегистрируйтесь и получите 100% бонуса на первый депозит. Выводите свои выигрыши через электронные кошельки. Самые высокие коэффициенты только у 1xbet. Приготовились! Третий раунд! Бой! Итак, третий раунд начинается. Слева очень здорово попадает Нурсултан. Хорошая левая рука у Нурсултана Рахманберды. Исправно попадает он в ней. Рабочая рука. Теперь уже отвечает Свенсон. Его прямой, но пропускает лоу-кик внутренний. Хороший хайкик. Это одиночный удар. Прессингует своего соперника. Джонатан Свенсон идет вперед, несмотря ни на что. Хороший удар в туловище. Справа. Под такими очень интересными углами атакует Рахманберды. Постоянно встречает соперника то слева, то справа. Двойка неплохая от Свенсона, но этого недостаточно. Поддавливает соперника Свенсон. Затянутый удар. Не было скорости, не стартовой. Зря-то подустал. Видно. И вот этот пробел в защите соперника нашел Рахманберды. Он сажает проходом в одну ногу соперника, скручивая его на внутреннюю сторону. И не находит никакого противоядия от этого
от этой атаки Джонатан Свенсон. Грамотно действует Нурсултан Рахманберды. И видно, просчитали они своего соперника. Где-то приняв бой в стойке, раскрыв немного шведского файтера, тут же переводит в партер бой Рахманберды. Продолжает бороться. Есть превосходство в борьбе у Рахманберды. И в стойке он более техничен, но при этом именно вот тут мощи ударов выступает, но техника, пожалуй, превосходит своего соперника. Но при этом, да, свои заветные баллы Рахманберды набирает. Что же может предложить Свенсон в данной ситуации? 2,5 минуты до конца раунда и до конца поединка. Поднялся на ноги шведский файтер. Прижимает он соперника к сетке. Колени в клинче. Что еще? Его задача попытаться финишировать соперника. Должна быть. Вот его шанс. Ну да, по крайней мере, по ощущениям первых 2 раундов уступил Свенсон, поэтому ему, наверное, нужно что-то большее сейчас, нежели просто контроль у сетки и периодические атаки одиночными ударами. Вот хорошие колени в клинче от Джонатана Свенсона. Очень крепкий шведский файтер. Буквально не выпускал из тисков на протяжении минуты своего визави. Слева неплохо попадает Свенсон. Точнее в этих разменах Джонатан Свенсон, хотя при этом и сам пропускает. Рассечение над левым глазом у бойца из Швеции. Хорошая комбинация. Левый боковой, правый лоу-кик. Левый на левый. Встречные удары. Снова. Уже из последних сил работает Рахманберды. Такое ощущение. Очень хорошо попадает снова Свенсон. Да, апперкот выбрасывал Рахманберды и опередил своего соперника. Хорошая двойка. Двойка, Еще и раз. апперкот, но и тут в ответку выбрасывают удары Рахманберды. Левый на левый. И вот та самая попытка, тейкдауна дежурная от Нурсултана Рахманберды. И в очередной раз он оказывается удачно переводит соперника в партер. Да, переводит он Джонатана Свенсона и, пожалуй, означает, закрепляет, да, свое преимущество по ходу этого противостояния. И становится победителем этого рейтингового противостояния. Fighters to the center. Уважаемые поклонники боевых искусств, в этом поединке по итогам 3 раундов единогласным решением судей одержал победу. И остается непобежденным Нурсултан Рахманберди. Ош, Кыргызстан. Golden Team Кыргызстан. Наши поздравления. Наши поздравления и буквально очень коротко 2 слова прошу. С победой! Ассаламу алейкум, Грозный. Эни чоң айтып. Биринчиден ата энемеке чоң рахмат. Жана менин агаларым Golden Team командасына
Менің бір туғандарыма, мені спортқа алып келіп төреге жол көрсеткен мына жерде тұрған ағам Төлегенге, жана біздің старший брат Қылыш Сарқарбай ағамызға, ұшыларға терең разышылық білдірем. Жана маған әрдайым қолдау көрсетіп бізге қолдау көрсетіп, поддержкасын қылып келе жатқан Кинсанов Эмин акама ушуларга терең ыраазычылык билдирем. Мен менеджерим Марат досума, досторума баарына терең ыраазычылык билдирем. Рахмат барыңыздарга. От души, Нурсултан, мы поздравляем тебя с 9-й победой в твоей карьере. Передаем огромный привет всему Кыргызстану. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие друзья.